Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. У России найдутся ресурсы для поддержки экономики и социальной сферы без пересмотра федерального бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов России. Это стало возможным благодаря экономии средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты, а также в результате отмены отдельных мероприятий в ходе исполнения бюджетов прошлых лет. Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, сказано в заявлении Минфина. Тем не менее, российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензий. Продолжить осуществление лицензируемого вида деятельности в течение 6 месяцев после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой, а также без уплаты госпошлины, можно будет в нескольких отраслях: недропользовании, наказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, кроме алкогольной розницы, использовании атомной энергии, деятельности по защите гостайны, частной детективной деятельности, приобретении оружия и образовательной деятельности. Этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, занимающимся госконтролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные, налоговые и таможенные проверки. Ну а в Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий. Глава министерства Антон Котяков предложил сделать это, даже если от жителей не поступили необходимые подтверждающие документы. Таким образом, в Минтруде хотят снизить число граждан, посещающих центры соцзащиты. Прием документов при этом не приостанавливается. Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты, сказал министр. Сейчас, чтобы получать соцподдержку, раз в несколько месяцев гражданам нужно подавать документы об уровне дохода. В России допустили перенос сроков реализации национальных проектов, которые должны быть завершены до 2024 года. Траты из Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты придется отложить. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ранее в марте Счетная палата предложила правительству скорректировать показатели нацпроектов. Только после этого можно будет проанализировать их исполнение. Поводом для этого стала непростая ситуация в российской экономике, негативное влияние на которую оказывает коронавирус. По словам Кудрина, это окажет влияние на все стороны жизни, а последствия пока невозможно оценить. Наладить мониторинг за ситуацией на стройплощадках намерен Минстрой. Это обсуждалось на селекторном совещании в министерстве, посвященном первоочередным мерам по обеспечению устойчивого развития экономики. Отслеживать финансовое положение застройщиков и подрядных организаций ведомство станет еженедельно. При этом будет максимально использоваться информация Росстата. Единой информационной системы жилищного строительства и Центробанка некоторые данные должны будут предоставлять региональные власти. Ну а в свою очередь, для недопущения снижения темпов строительства Минстрой готов оказывать региональным властям всяческую поддержку. Ну а Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребенка. Учитывая рост цен на новые автомобили, подготовленным министерством проект постановления правительства предполагает также увеличить максимальную цену автомобиля, который можно купить по программе с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек, отмечает министерство. Напомню, каждый желающий купить машину по программе «Семейный автомобиль» получает единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля. Для жителей Дальнего Востока эта скидка составляет 25%. Эта субсидия прибавляется к первоначальному взносу, при этом снижая процентную ставку по кредиту. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.